На База ТВ время новостей, в студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Стороны обсудят состояние рыболовства и аквакультуры в Черноморском регионе. В Сухуми открылась 7-я сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству. Палитра женских судеб. Документальный фильм об абхазских женщинах представит нашу страну на Сочинском международном российско-британском кинофестивале «СИФА». Образовательная поездка на Босфор. В августе группа преподавателей, колледжей и молодые предприниматели из Абхазии побывали в Стамбуле. Начнем с истории. 28 лет назад, 16 сентября 1993 года, в ходе Отечественной войны народа Абхазии началась сентябрьская наступательная операция, завершившаяся 27 сентября освобождением столицы Абхазии от войск Госсовета Грузии. На Восточном фронте наступление началось в ночь с 15 на 16 сентября под командованием полковника Мираба Кишмария. Перед войсками стояла задача захватить Кадорский мост, освободить населенные пункты от Дзюбжа, Халдаба, Аракич, Цагера, Араду, Ануарху и, продолжив дальнейшее наступление в направлении села Новые Киндги, установить полный контроль над территорией от реки Муку до реки Кудры. Кроме того, надо было из-за Дзюбжи контролировать Сухумский аэропорт. Наши бойцы прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и окружили сухумскую группировку грузинских войск. Были освобождены населенные пункты Бирсха, Тависуплеба, Адиши и другие. Тем временем войска Восточного фронта в тяжелых боях, заблокировав трассу Очимчира-Сухум, исключили возможность оказания помощи сухумской вражеской группировке войск Грузии. Хадгил хапхейт, хажен хапхейт, апснацейт шашгыл зеге. Яхен хажез ватри хагхойт, аган шавым ханаджге. Яхеуп данубой хацаз, яхеуп яныцбахоз зеге, яхез шиззаз, яхей хацаз, дапсит, уй дыхам зендзеге. Апснацейт ша, апснызак вуго шарашоуп, шам тайт. Шгыла гейтша, шам тайт, уй важоуп, шнейбац, апснез бзиз боззеге, ахапытрам ракацейларц, апснат пылан искенге, ма пахац разал шумаха, шештехи шабиш хомс, и бойтанша, и шидлом гнахак, шхыс, и кылканы шхыс. О, хайгачазер, хайгачоу, нас хайлгап яхянахыс, яхнырцаз ахра паратшоу, уртерзынге шхыс, шхыс апсынпыл ахзала, итахаз зегер шауразы, шхыс ахапит рахзала, шхочкуатпир пепшазы, шнейбац апснацейча, апснызак бугва шарашоу, шам тайт, шгыла гейча, шам тайт. Эпидемиологическая обстановка. Согласно сообщению оперативного штаба, за 15 сентября тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 425 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 102 из них. В Гудаутской ЦРБ скончались 2 женщины 70 и 62 лет. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 26 477 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21 820 человек. В Сухуми нет случаев осложнений после вакцинации от ковид. При этом наблюдается спад активности по вакцинации. Глава столицы Беслан Эшпо провел совещание по ситуации с пандемией коронавируса, где поручил усилить работу по информированию населения о преимуществе иммунизации. Отмечалось также, что незначительный спад количества пациентов с коронавирусом в Сухумской инфекционной больнице и ковид-госпитале обусловлен началом работы мобильного российского военного госпиталя, а не снижением уровня пандемии. Кроме того, Беслан Эшпо подчеркнул, что в случае массовых нарушений ограничительных мер может встать вопрос о закрытии рынков. Официальная хроника. Вопросы, связанные с инцидентами, имевшими место в последнее время в Гагарском районе, обсудил президент Абхазии Аслан Джания в ходе рабочего совещания с руководителями силовых структур.
Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры. В совещании приняли участие заместители руководителя администрации президента Саида Бутба и Зураб Каджая, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба. Как сообщает пресс-служба главы государства, Аслан Бжания заслушал подробную информацию руководства МВД, отметил необходимость максимально ответственной и профессиональной работы правоохранительных структур. По итогам совещания президент дал ряд поручений МВД. О конкретных проектах, реализуемых в рамках развития взаимоотношений Республики Абхазия и Республики Крым, шла речь на встрече премьер-министра Республики Александра Анкваба с заместителем председателя Совета министров Республики Крым, постоянным представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Республики Абхазия и Крыма Георгием Мурадовым. Во встрече принял участие вице-премьер, министр сельского хозяйства, сопредседатель Абхазо-Крымской комиссии Беслан Джопо. Стороны обменялись данными об объемах реализации плана мероприятий, утвержденного заседанием комиссии, обсудили организацию предстоящего ежегодного заседания, которое пройдет во втором квартале 2022 в Крыму. Наметили новые актуальные вопросы развития сотрудничества с учетом обоюдных интересов. Предложенные направления взаимодействия будут проработаны и войдут в повестку будущего заседания межправительственной комиссии, сообщает сайт правительства. Вопросы ловли рыбы в Черном море, государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, создания благоприятных факторов для формирования популяции рыб обсудили премьер-министр Александр Анкваб с руководителем Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорем Рулевым. Во встрече приняли участие вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопо, заместитель министра Артур Сарыбекян. Стороны согласились регулярно поддерживать связь на уровне межведомственных взаимоотношений и совместно дорабатывать законопроект, касающийся норм и правил добычи водных биологических ресурсов в Абхазии. Ну и 16 сентября в Сухуми открылась 7-я сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству. В рамках работы комиссии стороны обсудят состояние рыболовства и аквакультуры в Черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки. Будет также рассмотрен вопрос о возможном общем допустимом улове хамсы в зимнюю путину и об условиях освоения хамсы судами рыбопромыслового флота Российской Федерации в водах, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия. Работа сессии будет идти 2 дня. Собрались все сегодня на проведение 7-й сессии Российско-Абхазской комиссии в рыбном хозяйстве. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, удалось сегодня вам приехать, и я вас приветствую. И мы уже 7-ю сессию проводим. Это говорит о том, что в этой области мы находим точки соприкосновения, и все вопросы отпадают. Я еще раз вас приветствую. Хочу сказать, плодотворной работы, всего наилучшего. Хотелось бы отметить действительно высокий статус нашего мероприятия, нашей комиссии. Утром у меня состоялась встреча с премьер-министром республики, а также с вице-премьером Бесланом Цыбовичем, который курирует деятельность нашей комиссии со стороны абхазской делегации. И подобные встречи и прием со стороны премьер-министра, со стороны вице-премьера лишний раз является подтверждением того, что Республика Абхазия на самом высоком уровне готова внимательно наблюдать за вопросами, связанными с рыбным промыслом в Черном море, за освоением наших совместных запасов, за сохранением водных биологических ресурсов, которые являются бассейнообразующими как для Российской Федерации в этом регионе, так и для Республики Абхазия. Вопросы сотрудничества в области культуры и экономики обсудили чрезвычайный полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба с послом по особым поручениям МИД Абхазии Вита Гритани. Встреча состоялась в посольстве Абхазии в Российской Федерации. Как сообщили Абснепресс, в посольстве Игорь Ахба
приветствовал членов итальянской делегации, среди которых аналитики, политологи, представители партии, журналисты. Они принимали участие в международной научно-практической конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», проходившей в МГУ. Абхазия приняла участие в международном форуме «Интер-Волга-2021» в Нижнем Новгороде, рассказал «Спутник» представитель республики в Приволжском федеральном округе Владимир Литвинчук. Проведение «Интер-Волга» связано с развитием отношений зарубежных стран и Приволжским регионом. Абхазию на форуме представил я, выступил на секции, предложил посещение нашими нижегородскими школьниками, спортсменами и другими категориями граждан пансионата Пицунда в межсезонье, чтобы задействовать весь потенциал Республики Абхазия. Также будет рассматриваться вопрос продлить маршрут поезда Нижний Новгород-Адлер до Сухума, отметил Литвинчук. Необходимо открытие торгового дома Сирийской Арабской Республики в Абхазии. Об этом заявила советник по политическим вопросам и СМИ президента Сирийской Арабской Республики Бусайна Шаабан, которая приняла участие в открытии выставки «История и цивилизации Сирии» в Дамасском едином ремесленном центре, сообщает сайт ТПП Абхазии. В рамках мероприятия советник посетила представительство Торгово-промышленной палаты Абхазии в САР с целью ознакомления с представленной экспортно-ориентированной продукцией абхазских производителей. В ходе встречи госпожа Шаабан выразила согласие в необходимости открытия торгового дома САР в Республике Абхазия. В свою очередь, представитель Абхазской палаты проинформировал советника о своем предстоящем визите в Абхазию и обсуждении данного вопроса с абхазской стороной от лица Генерального союза ремесленников Сирии. Ранее это было согласовано с управляющей Арабской социалистической партией БААС. Энергетика. На высоковольтной линии ПСОУ восстановлены 3 из 5 обрушившихся опор электропередач. Монтаж 4 и 5 продолжается, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Палитра женских судеб. Документальный фильм об абхазских женщинах «Лара Лоуп» представит нашу страну на Сочинском международном российско-британском кинофестивале «СИФА». Авторы фильма – журналисты Несса Лакоя и видеохудожник Анастасия Хварцке. Репортаж с пресс-конференции в «Спутник Абхазия» Элеонора Гилаян. «Лара Лоуп» – документальный фильм, рассказывающий истории 63 женщин родом из Абхазии. Своеобразный портрет современной абхазской женщины. И абхазской не только и не столько в этническом, а в гражданском плане. Автор идеи и сценарист фильма Инесса Лакоя много лет живет в Москве и ведет авторский сайт «Это мы», для которого берет интервью у интересных соотечественников, преимущественно женщин. Фильм – логичное продолжение этой деятельности. Этот съемочный процесс, он был довольно-таки тяжелый, и во время съемок мы испытывали разные чувства с Анастасией, потому что бывало, что мы сняли женщину, она уходила, мы радовались вместе с женщинами, мы, бывало, иногда плакали, и очень часто испытывали, хотелось даже обнять женщину, потому что иногда для того, чтобы утешить, потому что была грустная история, а иногда для того, чтобы просто обменяться теплом. Мы просто получали удовольствие от процесса, от общения, от опыта и погружения в мир женщины. Мне кажется, мир женщины, он глубокий и многообразный. Вначале это было интуитивно, это были знакомые, а потом нам помогали друзья. Мы находили каких-то ярких женщин, не обязательно успешных, разных женщин, разных профессий. Со своей идеей девушка обратилась к Анастасии Хварцке. Она ведет свой творческий блог с фото и видеозарисовками в Инстаграм. Одна из особенностей в работе Анастасии – то, что все снято на телефон, как и фильм «Лара Лоуп», режиссером и оператором которого стала Анастасия. Дело в том, что я вообще в принципе занимаюсь любительски видеосъемкой и планирую развивать себя в направлении мобильное фото, видеоискусство. Я обучалась, прошла несколько курсов. Естественно, когда получила предложение от Инессы, единственное, что я могла предложить, это себя и мой телефон. Но нас это не смутило, потому что 21 век, и очень такие хорошие, достойные вещи можно делать грамотно на свое мобильное устройство. Были представлены женщины разной национальности,
рассказать о том, как они живут. У каждой есть своя история. Там, история минорная, мажорная, то есть какие-то тревожные моменты, какие-то счастливые, смешные моменты. Просто показать женщину Абхазии в современных реалиях, как вот она живет, как она мыслит, как она думает, о чем она говорит. Изначально девушки работали вдвоем и не имели больших амбиций на свою будущую картину. Ныне продюсер фильма Белла Агарба, учредитель Абхазо-Российского фонда поддержки развития науки и культуры «Иналаст», была одной из героинь Лара Лоуп и очень заинтересовалась этим кино. Именно она предложила авторам попробовать выставиться на фестиваль. Теперь фильм будет представлен на Сочинском международном российско-британском кинофестивале «СИФА». Определенную оценку он получил хотя бы потому, что мы попали в этот состав фестиваля, и это очень для нас лестно, потому что никто не претендовал на какие-то лавры с точки зрения профессионализма, потому что нет, грубо говоря, нет из нас никого специалистов конкретно по документальному кино, вот если говорить точнее. Поэтому одно то, что дали оценку и отобрали из 400 с лишним заявок, это для нас, конечно, имеет определенный. Снято 2 материала, это короткий и полный метр. Короткий 40-минутный будет представлен с 5 по 9 ноября в городе Сочи на российско-британском кинофестивале «СИФА». В качестве страны-участницы мы принимаем участие. На английском, на русском частично, потому что у нас есть абхазский текст, абхазские интервью на абхазском языке, поэтому обязательные условия, конечно, 2 рабочих языка должны быть в виде субтитров. С учетом того, что я работаю в этой сфере, немножко по фонду, я имею в виду, уже провела какой-то ряд переговоров с определенными организациями. Вот есть предложение участвовать на следующий год в кинофестивале в Крыму. В творческой команде были и мужчины. Монтировали фильм Беслан Лагула и Пата Симония. Композитор, аранжировщик, автор музыки к фильму «Лара Лоуп» Тимур Агарба. По его словам, вопросы исчезли, и появилась музыка, когда он увидел еще только черновой вариант фильма. И когда мне в руки попал черновой материал, все вопросы сразу отпали, потому что ты видишь реальных людей, реальные истории. Это не постановочное ничего. То есть человек рассказывает какие-то свои очень личные темы, затрагивает. Они были на позитиве, кто-то вспомнил о потерях, кто-то еще о чем-то. И моя задача была, она совершенно маленькая. Может, значимая, но маленькая. Мне надо было музыкально отобразить то настроение, которое мы видим в кадре. Не знаю, насколько это все получилось, но я хочу поблагодарить еще раз девочек за такой энтузиазм на пустом месте взять и сделать такой хороший большой шаг вперед. Важно отметить, что ни Инесса Лакоя, ни Анастасия Хварцкие не имеют прямого отношения к киноиндустрии соответствующего образования. Отсюда особенно ценно, что фильм отобран среди сотен на кинофестиваль. Все женщины в фильме рассказывают свои реальные истории. Разные, но настоящие. Настоящая палитра женских мыслей и судеб нашей страны. Когда состоится абхазская премьера, пока неизвестно, но творческая группа надеется показать фильм на родине до Нового года. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. В эфире Абаза ТВ очередная передача проекта «Сарас Апсуп». Ее героем стал репатриант, предприниматель Алджай Гумба. Он переехал жить на родину более 10 лет назад, будучи молодым слесарем. Сегодня он с семьей владеет отелем в центре столицы и не представляет жизни вне Абхазии. Проект реализован совместно с Государственным комитетом по репатриации. Biz aç gün çayxa yirachana dair us guyana gotsara hazın gibziop drazın gibziop apsına zıngi gibziya yaqalot.
Ақәыԥшцәа еснагь еиҳа ирзыманшәалоуп зҽеиҭазкуа аҭагылазаашьақәа рыдкылара, ҳарҽынраалара. Убри аҟынтә аԥсадгьыл ахь ихынҳәыроуп аҿарацәа, идырҿиароуп аԥсҭазаара ҿыц, абас иҳәоит ҳфырхаҵа Олџьаи Гәымба. Ҩнызқь жәба-шықәсазы Аԥсныҟа данаауаз ижәи-жәаф дырҭагылан. Иԥсадгьыл аҟны аус иуа, махәҿыӷәӷәала даҵагылартә дыҟан. Абраҟа ихатә ԥсҭазаарагьы ԥшааит. Аҳақьым Асҭанда Бигәаа-ԥҳаи иареи аҭаацәара ԥырҵит. Иԥшәма Аԥснытәуп, илызҳаит Аҟәа, аус луеит ахшара иурҭаҿы. Изҳауеит рԥа Инал. Аԥсныҟа аара Олџьа игәы ишҭазгьы, иҩыза ибзоураны дшымгәыӷӡоз, ари аус еиҳа ирласны иҟалеит. Проект «Сара Сапсу» смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Образовательная поездка на Босфор. В августе группа преподавателей колледжей и молодые предприниматели из Абхазии побывали в Стамбуле. Поездка организована в рамках совместной программы ЕС ООН по улучшению среднего профессионального образования. За 5 дней абхазская группа посетила средние и высшие образовательные учреждения Турции, изучила турецкий опыт организации образовательного процесса, познакомилась с интересными проектами в сфере профтехобразования в ходе многочисленных Zoom-конференций. Одна из целей поездки – рождение новых идей, которые можно было бы применить в колледжах и техникумах Абхазии. Надежда Боровикова продолжит тему. Образовательная поездка в Стамбул для педагогов абхазских колледжей и предпринимателей, сотрудничающих с ними, это очередная ступень совместной программы ЕС ООН по улучшению среднего профессионального образования в Абхазии. С 23 по 28 августа группа из 10 человек знакомилась с организацией профтехобразования в Турции. В первый же день группа посетила Стамбульский ремесленный центр, где трудятся и продают свои товары художники-керамисты, ювелиры и каллиграфы. В Турции, я так обратил внимание, есть такая концепция экономическая, называется «экономика простых вещей». То есть некоторые простые вещи можно сделать на месте. И это мы увидели, например, вот, когда мы были в центре хендикрафт по народным промыслам, мы видели, что просто восстанавливая народные промыслы, они делают многие простые вещи, но они эти вещи реализуют и местным жителям, и туристам, и получается такая хорошая, так сказать, синергия для того, чтобы обеспечить себя экономически. Посещение Академии кулинарного искусства МСА произвело большое впечатление на педагогов и предпринимателей из Абхазии. Это одна из лучших частных кулинарных школ в мире с курсами для профессионалов и любителей, собственным музеем и рестораном, а также сетью торговых точек, где продается фирменная выпечка и бургеры. После экскурсии по внушительной территории Академии ее создатель Мехмет Аксель, эксперт мирового уровня в сфере профессионального образования, рассказал абхазской группе об организации учебного процесса и ответил на все вопросы, включая те, что составляли коммерческую тайну. Видела, значит, в Академии кулинарного искусства некоторые вещи, которые я бы хотела у себя в колледже реализовать. Допустим, наши студенты готовят, а вот то, что готовится, нам негде его реализовать. И вот хотелось бы во дворе, значит, иметь ларек, если это можно так назвать. То же самое видела я там, где студенты, значит, учатся реализовывать и готовить. Очень бы хотелось бы сделать, потому что это дает какие-то копейки в наш колледж, чтобы потом приобрести продукты, чтобы они вот завтра могли уже другое блюдо готовить. Они учатся на этом. В рамках поездки были запланированы встречи с представителями организаций, реализующих проекты по развитию профтехобразования в Турции. Из-за пандемии все эти встречи прошли в онлайн-режиме. Чиновники, представители НПО и международных организаций рассказывали о своем опыте и о самых успешных проектах, реализованных в Турции. Основное меня, что заинтересовало, это связь колледжа с частным бизнесом. Когда частный бизнес на специальном сайте или на специальной площадке размещает свои якобы заявки. То есть не заявка, а свои потребности. Мне нужно 10 электриков. То есть на основании вот этих вот заявочек
формируются потребности колледжа. То есть, в принципе, можно и у нас так сделать, какую-то платформу, где будут учтены потребности предприятий, как частного, так и государственного сектора. Несмотря на пандемию, абхазская группа смогла посетить университет Сабанчи, один из самых престижных и инновационных вузов Турции. Обучение в нем проходит по гуманитарным и техническим направлениям и стоит от $15 тысяч за год. Но при вузе есть фонд, который обеспечивает полную или частичную поддержку талантливым студентам. За 25 лет существования вуза они сделали 118 научных открытий и подали 61 заявку на патент. Молодежь приходит, или молодые люди, или, ну, скажем так, их, если честно говоря, их родители приходят со своими деньгами, то есть они заказывают музыку. И, конечно же, молодежь хочет учиться самым разным специальностям. А университет перепрограммирует их, или как там, или убеждает их, как-то работать с ними таким образом, что 70% молодежи, которые приходят, получать знания, компетенции, навыки, они выбирают технические специальности. То есть им показывают, что в этом перспектива, в этом возможность самореализации, в этом возможность найти хорошую работу, и в этом направлении есть возможность хорошо зарабатывать. В ходе многочисленных зум-конференций абхазская группа узнала о проекте по минимизации пластика в общем объеме мусора, который реализовали в Стамбуле в партнерстве с городскими кофейнями, а также о программе поддержки женщин-студенток технических направлений. При администрации Стамбула действуют краткосрочные бесплатные курсы, на которых можно повысить квалификацию за неделю или приобрести новую профессию за 3. Самая главная такая мысль, которая сформировалась вообще в результате всей поездки, это то, что, вот как сказал Даур, государство вовлечено в образовательный процесс. То, что государство связывает людей, которые ищут работу, и связывает тех, которые хотят предоставить эту работу. Много ребят, которые ищут работодателей, ищут, где выучиться, может быть, не знают, может, кто-то им не подсказал. В частности, вот как мэрия Стамбула занимается помощью трудоустройства, наша мэрия, может быть, не знаю, Министерство образования, может быть, неправительственная организация, либо кто-то еще мог бы заняться вот этим вопросом, организовывать тех, которые хотят учиться, и тех, которые хотят преподавать. Одна из главных целей визита в Стамбул – изучить турецкий опыт организации образования и продумать, какие идеи можно применить в Абхазии. Я работаю с молодежью, и в Турции мы увидели много разного ремесла, которое может быть полезно для молодежи, для людей, чем они могут заниматься и зарабатывать. И вот где мы были, где на посуде рисовали, на керамических изделиях рисунки, надписи, все, что относится к истории Турции. Это можно возрождать здесь, и здесь, я думаю, это была бы неплохая идея, потому что это можно было бы использовать и как с туристами, то есть как сувенирные изделия, так и с местными людьми, которые хотели бы у себя в доме иметь подобные вещи. Совместная программа Европейского Союза и ООН по улучшению среднего профессионального образования реализуется в Абхазии уже 3 года. При поддержке программы колледжи и техникумы республики были отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием. Кроме того, программа обеспечивает повышение квалификации преподавателей, в том числе в ходе образовательных поездок за рубеж, и привлекает активных молодых предпринимателей к сотрудничеству с колледжами. Цель программы – повышение престижа профтехобразования и привлечение молодежи к освоению рабочих профессий. Надежда Боровикова, Саид Айба, Абаза ТВ. Завершилась двухдневная гуманитарная миссия в высокогорное село Псху, организованная представительством Россотрудничества в Абхазии совместно с туристической платформой «Хорс-Трип» при поддержке и содействии МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме, общественной организации «Центр правозащиты российских граждан в Абхазии» и культурного фонда «Платформа». В первый день визита Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме провел церемонию возложения цветов к памятнику павшим воинам в селе Псху, приуроченную к 78-й годовщине окончания битвы за Кавказ в Великой Отечественной войне, восстановленному в 2018 году при финансовой поддержке правительства Москвы. После этого организаторы и участники гуманитарной миссии отправились в Пхусскую школу, где консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Марина Гридасова передала руководству образовательного заведения 800 книг и пособий с 1 по 10 классы. На следующий день организаторы и участники гуманитарной миссии провели переговоры с главой села Псху Петром Новинкиным. Туристическая платформа «Хорс-Трип» в ходе переговоров наметила пути взаимодействия для привлечения туристов в труднодоступные высокогорные места с целью знакомства российских туристов с природой Абхазии в новом формате.
Сейчас о погоде в республике. В пятницу, 17 сентября, в Абхазии облачно, временами дождь, местами переходящий в ливневый с грозой. Температура воздуха ночью 18, днем до 23 градусов. Температура морской воды 24 градуса. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.